Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. 8 ноября Международный суд ООН отклонил возражение Российской Федерации о якобы неприемлемости для Международного суда ООН заявления Украины как в части Конвенции о финансировании терроризма, так и в части Конвенции о расовой дискриминации. Что же означает новое решение Международного суда ООН по делу против России? Что может предпринять Россия в отношении крымских татар и украинцев в Крыму? Как реагировать на действия России в оккупированном Крыму? Данные вопросы проанализировали эксперты Крымско-Татарского ресурсного центра, о чем и поговорим в 23-м выпуске блога Liberate Crimea. Для понимания важности данного решения следует напомнить историю вопроса. В заявлении Украины говорится о дискриминации по языковому и этническому признаку крымских татар и украинцев в Крыму и о финансировании Российской Федерации вооруженных группировок, ведущих боевые действия и диверсионные акты на востоке Украины. Сразу отмечу, что спор по данным двум конвенциям можно было бы начать против России в Международном суде ООН без ее специального разрешения. А огромный массив других договоров, которые возбудила Россия с 2014-го, невозможно применить в международных институтах без ее согласия. По заказу МИД Украины юристы американской юридической компании Covington & Burling подготовили заявление на основании материалов, собранных украинскими компетентными органами, Меджлисом крымско-татарского народа и Крымско-татарским ресурсным центром. Заявление было подано Украиной в Международный суд ООН в январе 2017-го, чему предшествовали длительные попытки провести переговоры с русскими по данному вопросу. В апреле 2017-го Международный суд ООН представил приказ, которым приписывал отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить образование на украинском языке. Хочу отметить, что приказ был озвучен судьями в соотношении 13 к 3 по Меджлису и единогласно по образованию на украинском языке. Поддержал даже российский судья Скотников, предназначенный специально ad-hoc в этом деле. Такая поддержка Украины свидетельствует, что фактические обстоятельства событий в Крыму, как дискриминации, настолько бесспорны, что это было бы трудно отвергнуть публично даже пророссийски настроенному меньшинству судей Международного суда ООН. Возможно, Россия прибегла к тактике имитации устранения отдельных недостатков, которую, скорее всего, будет использовать и после вынесения финального решения. Ведь в Крыму существуют школы с украинским языком обучения исключительно на бумаге. На самом же деле преподавание проводится на русском. Примером является школа Феодосии, в которой по официальным данным оккупационной власти изучают украинский язык, а на практике обучение на украинском языке не ведется. В 2018-м оккупанты организовали подконтрольный Курултай мусульман Крыма. При этом пытались подменить Курултай крымско-татарского народа и заявили о требовании на собственность Меджлиса в Крыму. Возможно, именно эту структуру Россия будет демонстрировать миру как исполнение приказа Международного суда ООН от 2017 года. При этом оккупанты продолжают активно поддерживать правильные крымско-татарские организации Крым, Крым-Барлиги, Крымско-татарскую культурную автономию. Хочу отметить, что запрет Меджлиса описывался Украиной в своих позициях в Международном суде ООН дважды в 2018 и 2019 годах. Суд решил, что вопрос неисполнения России данного приказа будет решен окончательно, когда будет рассматриваться дело по существу. В июне 2018 Украина дополнила заявление в части финансирования терроризма деталями сбитого Боинга, обстрелов городов и организации взрывов диверсионными группами, наличие в Российской Федерации тренировочных лагерей для участников боевых действий в Украине, факты уклонения России от блокирования границы и финансовых операций с неподконтрольными Украине территориями. В части дискриминации в памятке говорилось о формах притеснений крымских татар, включая насильственное исчезновение, пытки, обыски, давление на этнические медиа, культурные мероприятия и ограничения в сфере образования. В ответ на заявление Украины Россия в сентябре 2018 подала в Международный суд ООН циничные возражения о якобы отсутствии в Международном суде ООН юрисдикции рассматривать заявление Украины
по обеим конвенциям и относительно якобы нарушения Украиной процедуры подачи заявления. Российская Федерация предложила суду собственное оригинальное толкование отдельных слов конвенции, а также утверждала, что эта конвенция не распространяется на случаи, когда государство само совершает террористические акты или когда такие акты совершаются ее уполномоченными лицами. Россия заявила, что Украина якобы злоупотребляет заявлением и ставит цель не противодействовать финансированию терроризма, а доказать факт оккупации Донбасса Россией. Якобы Украина неверно вела переговоры и уклонилась от обязательного арбитража для решения этих спорных проблем с Российской Федерацией. Россия утверждала, что описанная Украиной дискриминация является не расовой, а какой-то другой, что Украина злоупотребляет заявлением с целью определения статуса Крыма и что Украиной не было применено внутренних средств защиты, то есть обращений к незаконным крымским органам. И не было сделано обращение к специальным органам ООН. В июне 2019 состоялись устные слушания по вопросам, поднятым в аргументах Российской Федерации, и Международный суд стал готовить решение, которое и объявил 8 ноября. Сейчас уже можно утверждать, что аргументы Российской Федерации не были в полном объеме приняты во внимание Международным судом, и этому помешало даже провокационное включение в состав официальной делегации Российской Федерации в суд такого выдающегося специалиста, как Айдер Аблетипов, так называемый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым. Более того, Международный суд, опровергая домыслы россиян, дал ряд толкований конвенции, важных для всех государств и для развития международного права. Международный суд отметил, что государства часто спорят между собой о нарушении отдельных конвенций в ситуации более широких противоречий между ними. И суд в такой ситуации не может устраняться от решения спора, но должен это делать строго в пределах оспариваемых конвенций. Международный суд отметил, что Украина в собственном заявлении не требует ничего по вопросам агрессии и оккупации, и поэтому не нарушила процедуры в этой части и подала заявление добросовестно и с должной целью. Международный суд признал неубедительными позиции Российской Федерации о финансировании терроризма и поставках оружия как форма финансирования. Напомню, что Украина утверждала, что упомянутые в заявлении ДНР, ЛНР и харьковские партизаны уже совершали террористические акты. Впрочем, окончательно все эти аспекты Международный суд будет решать при вынесении решения по существу, а Российская Федерация вернется к этой дискуссии. Сами же по себе нынешние попытки Российской Федерации существенно сузить толкование и применение основной конвенции по противодействию терроризму крайне характерными для такого выдающегося борца с террором, как современная Россия. Важно отметить, что Международный суд согласился, что Украина добросовестно вела в течение разумного времени переговоры с Российской Федерацией перед подачей заявления. И именно нарушение этого условия позволило Российской Федерации отбросить иск Грузии по итогам 2008 года. Риски были существенными, ведь даже Международный суд признал, что переговоры не всегда касались Конвенции по финансированию терроризма. При этом суд отметил, что в документах этих переговоров достаточно упоминаний о Конвенции и соответствующих нарушениях. Также суд окончательно отверг аргументы Российской Федерации о якобы недоведении до конца Украины попытки решить спор в специальном арбитраже. Ведь такая попытка была совершена. И указанные Российской Федерацией мелкие якобы несогласованности каких-то отдельных документов не повлияли на добросовестность Украины в поиске пути решения спора. В части расовой дискриминации Российская Федерация заявляла, что Украина якобы стремится применить конвенцию для защиты от политической и религиозной дискриминации и от дискриминации на основе гражданства, что не охватывается данной конвенцией. Также Российская Федерация цинично заявляла, что Украина оспаривает применение законов Российской Федерации в Крыму, что предполагает международное право. Ведь если Крым является оккупированным, то Украине, по мнению Российской Федерации, следует применить исключительно Женевские конвенции, а не Конвенцию по расовой дискриминации. В то же время Российская Федерация никак не может, как бы ей ни хотелось, отрицать сам факт наличия в Крыму крымских татар и украинцев, как этнических групп.
и то, что конвенция содержит крайне широко сформулированные права и обязанности. Поэтому Международный суд не взял аргументы Российской Федерации во внимание. Большое внимание Международный суд уделил слову «или» в конвенции. Ведь Российская Федерация предлагала толковать его как «и», и тем самым подбрасывала Украине обязанность предварительно решать спор в Комитете ООН по расовой дискриминации. Поэтому суд был вынужден со ссылкой на все имеющиеся прецеденты и здравый смысл констатировать, что «или» — это самое «или», и поэтому Украине идти в комитет перед Международным судом ООН не обязательно. Также суд констатировал, что Украина в этой части добросовестно пыталась вести переговоры с Российской Федерацией и даже обнаружил пару случаев прямого уклонения Российской Федерации от таких переговоров. Аргумент Российской Федерации о том, что Украина до подачи заявления о расовой дискриминации могла исчерпать внутренние механизмы правовой защиты, например, обратиться в Белогорский районный суд Республики Крым. Международный суд отклонил, основываясь как на нормах этой конвенции, так и на общем международном праве. Ведь по существующим положениям такое исчерпание действительно необходимо, но только когда государство выступает в защиту одного человека или нескольких людей. Но в этом заявлении Украины речь идет не об отдельных личностях, а об общей практике Российской Федерации против целых этнических групп. А отдельные случаи представлены не с целью защиты их фигурантов, а исключительно как иллюстрация общей ситуации. Поэтому общие итоги голосования не удивляют. От 13 против 3 в части финансирования терроризма в пользу Украины со сформированной 2017 года русской троицы судей, в 15 против 1 в части расовой дискриминации и даже с вынужденным признанием российским судьей того факта, что расовая дискриминация в отношении крымских татар и украинцев теоретически возможна. Это свидетельствует о дальнейшей стратегии Российской Федерации стоять намертво в Гааге по финансированию терроризма и готовиться к неизбежному проигрышу по расовой дискриминации, имитируя в оккупированном Крыму исправление отдельных ошибок. А теперь относительно исправления отдельных ошибок. В преддверии вынесения решения Международного суда ООН на возражение России в Крыму начался так называемый соцопрос в домах крымских татар. В дома крымских татар приходят так называемые социологи, чаще привлекают крымских татар, которые обращаются с просьбой ответить на вопросы под аудиозапись. Люди, которые проводят опрос, не знают, какие вопросы им придется задавать, поскольку им передают в запечатанных конвертах, скрывать которые они обязаны в начале самого опроса. Нам известны следующие вопросы. Нравится ли вам в Крыму? Гражданином какой страны вы себя считаете? Кого из членов Меджлиса, проживающих в Украине, вы знаете? Общаетесь с кем-то из них? Читаете или смотрите Крымреалии? Опрос проводят анонимный, однако в конце просят назвать номер телефона. В устройство для аудиозаписи вмонтированы чипы, с помощью которых заказчики определяют место проведения опроса, таким образом убеждаясь, что он действительно проходил в доме крымских татар. За каждого опрошенного предусматривается оплата в размере 300 рублей. Учитывая, что Крым оккупирован и контролируется российской властью, люди под запись будут говорить, что они граждане Российской Федерации и не поддерживают Меджлис. А этот материал оккупанты смогут использовать на различных международных площадках и в первую очередь в Международном суде ООН, который будет рассматривать дело по существу. Да, также появились сигналы, что преподаватели в школах начали предлагать изучение крымско-татарского языка факультативно. Посмотрим, какой это даст результат. Потому что пока ТАСС нашел единственную хорошую новость из Гааги для россиян, что финальное решение по этому делу Международным судом ООН будет одобрено еще не завтра. А МИД России заявила о новой победе российской дипломатии в Международном суде ООН по вопросу Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Что же, дешевая ложь является хорошим признаком не только слабости, но и неуверенности исполнителей МИД Российской Федерации. До новых встреч!